Добрый день, уважаемые слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции – психология успеха. Вы познакомитесь с 5 главными составляющими успеха, главным из которых является психическое здоровье. А также вы узнаете о приемах, которые позволяют чувствовать себя более успешным в любой ситуации. Узнаете, по каким параметрам окружающие определяют, кто уверен в себе, а кто нет. А также познакомитесь с правилами достижения успеха. Каждый человек на Земле потенциально способен достичь успеха. Просто одним не хватает силы, желания и воли, чтобы двигаться в нужном направлении, а другим – знаний и технологий. Они готовы работать, но не знают как. Наше занятие в основном для вторых, для тех, кто хочет, потому что сильное желание, соединенное с правильным знанием, творит чудеса. Выделяют 5 главных составляющих успеха. Это здоровье, преобладание положительных эмоций, финансовое благополучие, ощущение своей ценности и гармония в ближайшем окружении. И если у человека существует пробел по любой составляющей, то у него никогда не будет ощущения, что он добился успеха. С другой стороны, если вы позаботились обо всех 5 компонентах и найдете их баланс, то вам гораздо быстрее удастся почувствовать себя успешным человеком. Психическое здоровье – одно из важных составляющих общего здоровья. Всемирная организация здравоохранения выделяет следующие критерии психического здоровья. Во-первых, это осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности своего физического и психического «я». Во-вторых, чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных ситуациях. Способность человека адекватно противостоять жизненным трудностям без утраты психологического равновесия. В-третьих, оценка себя и своей собственной деятельности. 4-й критерий. Соответствие психических реакций, их адекватность силе и частоте средовых воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям. 5-й критерий. Способность самоуправления поведением в соответствии с социальными нормами, правилами и законами. 6-й критерий. Особо важный. Способность планировать собственную жизнедеятельность и реализовывать ее. И 7-й критерий – способность изменять способ поведения в зависимости от смены жизненных ситуаций и обстоятельств. Как мы с вами увидим, последние 3 показателя, 3 критерия как раз и тесно связаны с психологией достижения успеха. Существуют приемы, которые позволяют чувствовать себя более успешным в любой ситуации. Во-первых, это выглядеть полностью уверенным в себе человеком. Своей уверенностью человек показывает, что он лучше других. А как же окружающие определяют, кто уверен в себе, а кто нет? Поэтому следует запомнить одно важное положение. Любой мысли, любому движению души человека соответствует свое движение тела. В человеческом организме насчитывается до несколько сотен мышц. Естественно, что все эти мышцы тесно связаны с мозгом человека и подчинены ему. Все сколько-нибудь существенные эмоции, испытываемые человеком, немедленно приводят в движение определенной группы мышц. Так, в первую очередь, на изменение эмоционального фона откликаются мышцы лица, глаз, затем мышцы шеи, туловища и только после этого рук и ног. Одним словом, внутреннее душевное состояние человека всегда отражено на поверхности его тела. И поэтому нужно уметь изменять свое внутреннее состояние. И если человек изменит свое внутреннее состояние, то автоматически изменяются и его повадки, его телодвижение,
и он начнет производить на окружающих другое впечатление. Так, уверенный в себе человек смотрит окружающим прямо в глаза, голову держит прямо или даже чуть-чуть приподнимает подбородок. Спина у него прямая, плечи развернуты, руки могут быть убраны за спину, ноги на ширине плеч и расслаблены. Неуверенный человек не выдерживает прямого взгляда. Подбородок может быть слегка опущен, руки помещены перед собой, ноги несколько напряжены, переплетены между собой и плотно сжаты. Все сигналы, которые исходят от тела человека, воспринимаются окружающими на подсознательном уровне. Вспомните себя, как вы стояли у доски. Если вы знали изучаемый материал, то вы автоматически принимали позу уверенного в себе человека. А если случалось так, что материал не был изучен, но вас вызвали к доске, то вы сразу принимали позу неуверенного в себе человека. Поэтому, если вы будете искренне ощущать себя уверенным и доброжелательным человеком, то и впечатление на окружающих будете производить соответствующее, автоматически. Почему одни люди уверены в себе, а другие нет? Можно ли выработать уверенность в себе? Да, выработать уверенность можно, но обо всем по порядку. Естественно, что неуверенный в себе человек низко себя ценит, то есть у него низкая самооценка. Но как же определить, достаточно ли высокая у человека самооценка? И необходимо ли ее повышать? Конечно, если человек слишком застенчив, то здесь все ясно, самооценка низкая. Однако у некоторых людей при низкой самооценке чрезмерное самомнение. Ведут они себя не уверенно, а самоуверенно. Итак, человек с высокой самооценкой сам оценивает себя, зависит в основном от своего мнения, а человек с низкой самооценкой зависит от мнения окружающих. Он либо стесняется ли их, либо пытается доказать им свою состоятельность. Сейчас мы с вами рассмотрим основные признаки поведения человека с высокой самооценкой. Здесь перечислены 10 основных признаков. Первое. Спокойное отношение к мнению окружающих. Второе. Практически неизменное поведение наедине с собой и среди людей. Третье. Низкая впечатляемость и влюбчивость. Четвертое. Малое количество или отсутствие кумиров. Пятое. Спокойное отношение к моде любого рода. Шестой признак. Здоровая принципиальность и максимализм. Седьмой признак. Способность уступать. Восьмое. Неприязнь к спорам и выяснению отношений. Девятый признак. Низкая степень или отсутствие ревнивости. И десятое. Умение больше отдавать, чем брать. Как видно, человек с высокой самооценкой отличается высокой же степенью самодостаточности. А сейчас я вас попрошу из этих 10 показателей еще раз прочитать и отметить, какие из этих признаков вам наиболее всего характерны из 10 признаков. Запомните, пожалуйста, это число, сколько признаков для вас характерны. Рассмотрим основные признаки поведения человека с низкой самооценкой. Здесь я вам тоже представила 10 показателей. Первый признак – постоянное беспокойство по поводу того, что обо мне подумают окружающие. Второй признак – в присутствии окружающих проявляются сильные эмоции. Третий признак – повышенная впечатляемость и, возможно, влюбчивость.
Четвертое. Постоянное наличие кумиров. Пятое. Сильное желание иметь то, что имеют другие, и делать то, что делают другие. Шестой признак. Беспринципность или чрезмерная принципиальность. Седьмой. Любовь к спорам. Восьмой признак. Повышенная ревнивость. Девятый признак. Часто желание больше брать, чем отдавать. И десятый признак. Чрезмерное внимание к собственным чувствам и желаниям и неспособность стать на точку зрения другого. Здесь опять же я попрошу вас отметить, какие из этих 10 признаков человека с низкой самооценкой вам более всего свойственны. И прошу запомнить это число. А теперь давайте сравним, какие признаки поведения человека с высокой самооценкой и какие признаки человека с низкой самооценкой для вас характерны. Если у нас количество признаков человека с высокой самооценкой больше, то у вас, вероятно всего, высокая самооценка. Если же наоборот, количество признаков поведения человека с низкой самооценкой больше, то для вас характерна более низкая самооценка. Люди с высокой самооценкой зависит от мнения окружающих, мало зависит от мнения окружающих. Поэтому в присутствии других людей ведут себя уверенно. Те же, кто в присутствии окружающих теряет спокойствие, замыкается или начинает возбуждаться, что-то доказывать, по-видимому, имеет недостаточно высокую самооценку. Поэтому самооценку необходимо повышать. Итак, от уверенного в себе человека окружающие ждут оценки собственной персоны, поэтому уверенный человек является значимым для окружающих. А от неуверенного и сомневающегося оценки не ждут, и поэтому он, как правило, мало значит для окружающих. Мы уже с вами говорили, что все эмоции, которые испытывает человек, немедленно отражаются на поверхности его тела. И знаем, что уверенность или неуверенность сразу же становится очевидной для окружающих. Иногда с первого же взгляда. Поэтому нужно формировать высокую самооценку и уверенность в себе. И если вы хотите иметь больше друзей, хотите нравиться противоположному полу, если вам иногда необходимо влиять на людей, повышайте свою самооценку, и это сделает вас уверенным в себе человеком. Теперь вернемся к успеху. Успех имеет динамический характер, и поэтому человек, который хочет быть на гребне успеха, должен проявлять определенные качества. Какие же мы должны проявить качества, чтобы быть успешными? Это стремление заглянуть вперед, дальше своих конкурентов. Это постоянное желание расширить свое дело. Это иметь верную стратегическую идею, которую необходимо воплощать в жизнь вместе с другими людьми. Каждый из вас имеет безусловное право на успех. Вопрос заключается только в том, чтобы
Во-первых, определить, в какой области вы сможете достичь максимального успеха, об этом мы поговорим позже. Во-вторых, определить для себя четкие критерии своего личного успеха на данный момент. В-третьих, построить правильную стратегию достижения. И в-четвертых, начинать действовать. И начнем мы с целей, которые ставят перед собой люди или не ставят, что бывает значительно чаще. Многолетние исследования психологов утверждают, что люди, которые ставят себе долговременные цели, добиваются в жизни гораздо большего, чем люди, живущие сегодняшним днем. Зачем еще нужно уметь ставить жизненные цели? Нужно уметь ставить жизненные цели, во-первых, для того, чтобы избавиться от ложных и, по большему счету, ненужных вам целей, которые навязывают вам другие люди. Поэтому надо научиться точно определять свои цели и намечать кратчайший путь к их реализации. Для более ясного понимания этого вопроса можно воспользоваться так называемой триадой выбора профессии, которая включает в себя 3 показателя: «хочу», «могу», «надо». И если вы начинаете выбирать свою карьеру, сначала следует определить, чем бы вы хотели заниматься, какая деятельность приносит вам наибольшее удовлетворение. Это выявление элемента «хочу». Если же дело, за которое вы возьметесь, будет вызывать интерес, энтузиазм, то это позволит вам использовать мощный источник внутренней энергии, который умножит ваши силы. Суть состоит в том, что по-настоящему успешной может быть только такая деятельность, которой занимаешься с любовью и интересом. Второй показатель этой триады – «могу». Здесь необходимо оценить свои потенциальные способности и задатки, определить то, в чем вы особенно сильны, где вы можете обойти конкурентов и в чем у вас преимущество. Это могут быть математические способности или способность убеждать и вдохновлять других людей. Это может быть талант понимать какие-то технические устройства или иностранные языки. Возможно, вы отличаетесь от других людей способностью к анализу прошлого или предвидением будущего. Поэтому нахождение второго элемента триады «могу» – наиболее важная часть процедуры формирования стратегических целей. Именно здесь скрыта ваша сильная сторона, ваша изюминка, ваш золотой ключик к будущим успехам. Не найдя его, вы будете обречены на печальную участь тени, догоняющей лидера. Зато, раскрыв уникальную специфику своего «могу», вы сами станете путеводной звездой для других. И третья часть триады называется «надо». Она связывает ваши желания и способности с другими людьми, с потребностями общества. Поэтому, определившись с первыми 2 элементами триады, подумайте, а будет ли востребовано в обществе то, что вы собираетесь ему предложить? Нужно ли это людям? Если товары и услуги, которые вы собираетесь производить, могут облегчить жизнь людям или сделать их хотя бы на миг счастливее, замечательно. Значит, ваша деятельность найдет заслуженное признание в обществе. И тогда вас ждет настоящий успех. Вот на пересечении вот этих 3 компонентов, вот этой триады «хочу», «могу» и «надо» в центре как раз и находится ваш успех. А теперь рассмотрим правила достижения успеха. Первое правило. Для достижения успеха расширяйте свой кругозор. Человек с узким кругозором просто плохо знает, что представляет из себя наш мир,
и чего в нем можно добиться. Только человек с очень широким кругозором способен порождать такие идеи, которые могут привести его к успеху. Будьте как можно более любознательны. Увеличивайте объем своих знаний. Второе правило. Успех – это и расширение круга общения. Помните, все, чего вы можете добиться в жизни, вы можете добиться только с помощью людей. Именно люди вам могут что-то подсказать, посоветовать. Только люди могут вам чем-то помочь. Они же могут сделать вам какое-либо выгодное предложение и так далее. И если этого не могут сделать ваши ближайшие знакомые, то это могут сделать знакомые ваших знакомых. Поэтому чем шире круг вашего общения, тем больше шансов на успех. Третье. Правило достижения успеха. Четко формулируйте то, чего вы хотите добиться, и тратьте большую часть своих ресурсов, время, деньги на те дела, которые больше других приближают вас к достижению цели. И почаще спрашивайте себя, насколько приближает меня к выбранной цели, к успеху то, чем я сейчас занимаюсь. Не надо ли заняться делом более важным? Нельзя ли действовать более эффективно? Четвертое правило. На пути к успеху очень настойчиво осуществляйте одну попытку за другой. И дело здесь не только в том, что каждая новая попытка лишь механически вас приближает к цели. Гораздо важнее, что с каждой попыткой мы приобретаем самое главное, что помогает нам добиться успеха в жизни. Это опыт. После каждой попытки достичь цели вы будете получать все больше информации, которая поможет сделать последующие попытки более успешными. На пути к успеху за неудачи вините только себя, а за удачи благодарите судьбу. Попытка свалить неудачу на кого-нибудь или на что-нибудь не стимулирует к работе над собой. Здоровое же недовольство собой позволяет все время искать пути дальнейшего и успешного самосовершенствования. А чрезмерная радость от достижений и растущее самомнение только расслабляют. И последнее правило. Будьте готовы пересмотреть свои цели в жизни. Поймите правильно. Речь не о легкомысленности, из-за которой люди под воздействием эмоций постоянно меняют свои пристрастия. Здесь имеется в виду другое. Человек практически всю жизнь развивается. И то, что сегодня занимает ваш ум, завтра может показаться вам неинтересным. Просто имейте это в виду и не спешите выносить какие-то категоричные суждения, которые заведут вас туда, где вам впоследствии окажется скучно. Ведь свои ресурсы вы могли бы потратить с большей эффективностью. Поэтому для начала можно поставить перед собой самые общие, но одинаково важные для большинства людей цели. Затем уже начинать действовать. Итак, мы с вами рассмотрели основные вопросы нашей сегодняшней лекции. Благодарю вас за внимание и желаю успеха!